Ребята, всем привет. Многие потеряли. Андрюха куда пропал, где видосы. Да все нормально, ребят, все в порядке. Немного приболел, 3-4 дня лежал дома, никуда не выезжал, не выходил. После севера приехал, 3-4 дня и, короче, прихватило мне, ребята. Я как раз приехал, у нас уже пошла река. В общем, ребят, пропустил этот момент и в целом вот только сегодня приехал к маме в деревню. И вот сразу же пришел, ребят, на разливы. Дом буквально 300 метров и вот здесь разливы. Река уже, ребят, там, ну я не прошел, тут дорогу затопило немножко. Ну и в целом вот смотрю и удивляюсь, разлива вообще никакого нету. Обычно здесь все затоплено с этой стороны, с той стороны. Ну в этом году, ребят, вообще никак. Слабые разливы, речка местами в берегах, и что-то ребята говорят, что даже она начала падать. 28 апреля, ребята, приехал, надо начинать сезон. Налим уже, ребята, весь ждет в предвкушении. Ну и вот сегодня с утра занимаюсь делами, там поставили карусель там возле дома. Ну, короче, ребят, порядки, там мосточки немножко возле гаража. В общем, ребят, сегодня меняю масло на моторе, прибираюсь, достаю все летние вещи, готовлю лодку, готовлю мотор, готовлю донки, ребята. Съездить надо, заправиться, привезти бензин. Короче, сегодня вот такие моменты, такие дела, ребята. Ну, в общем, решил выйти, показать вам, что да как. Ну, в целом, ребят, слабенько, конечно, слабенько. Ну, с одной стороны, на руку мне, ребят, потому что налим может добраться до завесных точек, не особо будет залито все, и можно будет пробовать рыбачить. Сейчас пойдем, ребят, вместе со мной соберем комплект донок всех известных моих по налиму. Многие постоянно спишут: Андрюха, как делаешь? Да, ребят, все просто. И сегодня покажу вот полностью весь момент, что да как. От А до Я, так скажем, ребята. Вот летит. Ястреб летит, ребят, смотрите, красавец. Много уток прилетело. Скоро охота, ребят, 1 числа. Скоро начнется, когда надо. Все уже готовят моторы, лодки. Ну и в целом надо тоже, ребят, делать потихоньку. Собрать палаточку, посмотреть, что да как. Короче, делов много, ребят. Сегодня хочу всем этим заняться. Возможно, если сегодня все получится, завтра, ребят, рвем когти. Первую ночевку по налиму попробуем. Ладно, все, погнали. Хорош базарить, надо делать дела. Хожу, ребят, уже взад дома. Здесь я заезжал на мотособаке. Вот буквально с недельки 2,5 еще, ребят, ездили. Ну вот стою уже и радуюсь, что уже зеленеть потихоньку начинает. Да, в этом году, конечно, весна, ребят, непонятная. Были сильные морозы, все ожидали большого паводка, но в оконцове ничего нету. Здесь обычно, ребята, вот здесь уже вот беседка, там озеро. Здесь местами бывало все затапливало. В этом году вот река, грубо говоря, в берегах. Захожу к себе, ребята, на участок, точнее у мамы. Все же здорово, когда живешь вблизи, ребят, с лесом, с рыбалкой. Очень круто. Кордон. Вот здесь вся идиллия, где у меня вся рыбалка начинается, ребят, откуда я делаю выход. Беседка, банька, дровничок, гаражик, мотособака, ребят, упакована. Все, вот так я его загнал. Да, она, конечно, немного побольше, чем предыдущая была, но в принципе себя нормально ощущает. Вот сейчас все здесь буду, ребят, доставать. Жилеты, все удильники, все, что надо. А зимнее буду уже ставить на дальнюю полочку, так скажем. Брал спальники, все это стирал. Вот сейчас все надо упаковывать, разбирать, перебирать. Очень много работы, конечно, но все надо, ребят, потихонечку доставать, чтобы все было красиво. Люблю, когда порядок, знаешь все по своим местам, где что, как и почему. Достал документы, так как сейчас открытие охоты будет, у нас много будет проверяющих. По-любому с собой случай возьму документы на мотор, документы на лодку. Вот, ребята, сейчас буду менять масло в редукторе. Вот такое маслицо. В прошлом сезоне, ребят, я заливал бензин, мешал вот такое маслицо.
Сейчас пока был на больничном, время не терял, рыбачил по телефону, так скажем. Вот, ребят, какое масло брательник привез. Будем заливать вот такое. Не знаю. Ну, в принципе, то же самое. Ничем не отличается. Только тут В3, а здесь В2. Я думаю, разницы особо нет. Дядька почистил сетки. Сейчас на выходных, наверное, ребят, заплывем мы с Ларисой Юрьевной на остров. Мы всегда там его отмечаем и поставим пару сеточек. Поставим пару сеточек, чтобы кайфовать, жить, отдыхать. Ну и чтобы была рыба для пропитания. Так, Лариса Юрьевна сделала сетку. Вот такие, ребят, утяжки сделала на палаточку. Все готово. Приобрел пару новеньких сеточек. Ну и вот, наконец-то, сделали мне на 2 палатки кольца. Все, готово кольца. 10,3. Сейчас диаметр. Была у нас 6. Все готово, ребята. Теперь можно не переживать. Готовлю, ребят, масло, ну, бензин на пилу, на штиль. Вот сразу пятишки у меня готовы будут. Потому что сейчас будем ездить в походы. Пилал самое основное, так как печки есть, палатки, костер. Бензин должен быть. В деревне, ребят, у нас просто не сходишь, не заправишься. Надо ехать. Я люблю, чтобы был всегда запас и чтобы все было готово. Все, ребят, что, готовлю ГСМ. Съезжу сегодня, заправлюсь. Так, сразу добавлю масло, чтобы потом только заправиться. Все. Значит, на десяточку делаю 200 миллиграмм. Вот мерочка у меня есть. Вот так вот. Сейчас сразу сделаем по красоте. Ага, первое есть. Туда его. И вот так разолью, а потом съезжу, заправлюсь. В принципе, покататься пока хватит. А потом со временем привожу там 10-20 литров, разбавляю, и уже у меня есть запас. Знаменитый мой пакет, знаменитая баночка, которая уже подушаталась. Сейчас все будем, ребят, перебирать, смотреть. По доночкам леску использую, ребят, самую дешевую, потому что снасть должна быть грубая, и как бы там подходить как-то к леске я прям не подхожу. Вот взял 6 бухт, 600 метров на запас. Это я буду делать новые колокольчики, вот такие использую. Единственное то, что, ребят, вот есть заводские груза, но все хорошо. Но вот как бы есть вертлюг даже, да, как бы многие скажут: о, классно, леска не путается. Но, ребят, он через 3-4 рыбалки он подгниет и просто он со временем просто вылетит. Вот у некоторых хорошо сейчас вот делают ушки, и как бы я цепляю вот сюда именно, не за вертлюг, а вот сюда, потому что вот это, ребята, дело, она потом прогнивает вот именно внутри и потом просто рассыпается. И плавлю, ребят, я самодельные грузила. Вот именно сейчас этим хочу заняться, наплавить. Бывает то, что какие-то вот старые грузила вот завалялись, они мне не нужны, я просто переплавляю. Вот, допустим, сейчас мы посмотрим, что у нас тут есть.
Вот такие всякие. Вот сотка. Сотка для меня это мало. Надо грамм 150 для меня. Вот это, в принципе, можно все переплавить. Вот такое грузило есть. Здоровое. Куда-то мы его, походу, с Илюхой на продольник использовали. Прицеплял как обвес. Но это слишком здоровое. Короче, надо плавить, ребята, новые грузила. Смотреть, что с крючками у меня здесь. Короче, разбираться по колокольчикам. Короче, готовим, ребята. Все готовим. Вот доночки сами. Все это надо будет перебирать. Заново все складывать. Смотреть по крючкам. Что почем. В общем, ребята, вот такие сейчас дела. Зимой приходили посылки от ребят. Все, ребята, как раз вот идет в дело. Вот что ни на есть, все на линии крючки как раз. Вот видите, ребят, как удобно мне, да, с одной стороны. Спасибо огромное пацанам, которые поддерживают. Лесочка. Вот тут леска 1,6 канат. Куда-нибудь на продольничек его замутим. Вот такие, ребят, дела. Вот такие колокольчики прислали. Все поставим на вооружение. Классные крючки. Вот это самый классный крючок на налима. Вот тоже отличные крючочки. Сразу кидаю в баночки, ребят. Потому что все это под дождем мочится, все это ломается. А вот баночки вот такие, не знаю, от ролл, от соуса вот остаются, иной раз бывает. Я вот сразу вот сыплю, какие вот мне подходят. Потому что по сезону, ребят, но это бывает, как попадешь в новое место, 2-3 рыбалки, вот этой кучки может и не быть. Крючками разобрался, крючки есть, колокольчики вот сейчас взял, есть, будут, нормально. Вот такие новые, интересные, вот с такими, ребят. Они, конечно, тяжелые, но мне нравится. Вот такие есть здоровые. Самые ходовые вот эти, они не особо тяжелые, леску как бы не надрывают и звенят отлично. Достаю кормильцев своих. Так, сейчас проверяю. Тут вроде все в порядке, поводок меня устраивает. Крючок тоже острый. Эта донка нормально. Ну, в принципе, все потом меняется быстро. Если какой-то нюанс. Смотрю, леску зазубрены. Тут, в принципе, тоже все в порядке. Эта доночка идет в резерв. Идем дальше смотреть. Вот как-то так, ребята. Давайте, ребят, сделаем одну доночку новенькую. Есть как раз остатки у меня лески. Я ее использовал на жалице. Вот чуть-чуть остатки есть. 0,5 она, в принципе, на поводке не пойдет. А вот на доночку как раз мастерим. Вот такие мотовилки сделаны из фанеры. Сам сделал. Ничего сложного. Шлифмашинка там и все. Все, и наматываем. Как раз тут остаточки. Сейчас мы сюда намотаем. Не знаю, сколько получится здесь. Метров 30-то точно тут должно быть. Леска такая интересная, красивая. А вот эти, ребят, 0,5, вот эту 6-7 бухт у меня буду на закидушке использовать.
3 крокодила у меня есть уже в этом сезоне. И еще, наверное, возьмем штучки 3 крокодила. Катушки у меня есть. Леска есть. Ну, чтобы намотать на катушку полную. Будет отлично. Ну все, ребят, что? Намотал. Конечно, немножко побольше получилось. Ну ладно. Так, на конце делаем петлю. Леску использую мягенькую, ребят, потому что есть как проволока, а есть вот как вот такая мягенькая. Прям отличная. Вот такая петелька небольшая. Ну, соответственно, чтобы у нас груз пролез. И все, работаю петля в петлю, ребят. Не использую никаких вертлюгов, карабинов. Я вот повторяюсь, потому что это не выдерживает по сезону. Снасть грубая. Снег, дождь, грязь. Вот у нас грузило. Грамм, вот это получается, наверное, 130, наверное, ложка вот эта. А вот эти сотки, они легенькие. Как бы, да, относительно, если течения нету, туда, а бывает то, что это не выдерживает, ребят. Так, первый поводок где-то вяжу сантиметров 40. Делаю тоже на основной леске петельку. Только ее проматываю в 2 раза. Вот так вот. Желательно смочить, чтобы леска не нагревалась. Вот у нас получилась первая петелька. Вот такая. Сантиметров 30, наверное, от первого поводка. Точнее, от первого грузила. Ну и второй вяжу, ребят, на высоте своего роста, где, как я смогу закинуть. Потому что забрасываю я вот именно за петельку. Держусь за петлю и кидаю вот таким образом. Кто-то кидает вот так. Я вот привык вот таким образом. Вот, соответственно, вот так, если я буду стоять где-то на пляжу, на кочке, мне будет удобно. Это вот так даже. И вот в этом соотношении я вяжу вторую петельку. Здесь будет у нас верхний поводок. Делаю 2 поводка, 3-4, ребят. Смысла нету вязать, только будете путаться, так как донки предназначены по налиму, а рыбалка это все-таки ночная. Ну, 2 поводочка растянули. Вот поводок верхний, за него я и буду забрасывать нашу снасть, нашу доночку. Все, в принципе, здесь все готово. Сейчас мы вяжем поводочки. Вяжу я поводки 0,4, 0,35. Берем крючочек. Ну, все по стандарту, ребята. Не знаю, все по-разному вяжут. Я вяжу вот таким образом, протягиваю. Беру побольше, так как чтобы было удобно. Делаю петельку и вокруг цевья делаю 5-6 оборотов. 2, 3, 4, 5, 6. Зажимаю. И вот этот кончик продеваю вот эту петлю, которая у нас осталась. Затягиваю, ребят. И вот что у нас получается на выходе. Все. Обрезаю. Вот у меня под донком всегда лежит канцелярский нож. Очень удобно. Сантиметров 30 делаю поводочек. Леску обрезаю. Здесь делаю петельку. Соответственно, опять же, вот леску, ребят, выбирайте мягенькую. Она и не путается, и тянется хорошенько. Все, затягиваю. Ну и, соответственно, продеваю в нашу основную леску. Продели, затянули. Отлично. Все. На выходе, ребят, получается вот такая вещь у нас. 2 петельки, соответственно, они когда как-то и стоит она соотношение основной лески подальше, потому что петля в петлю как идет как палочка, леска грубая. Ну и вот возле грузила у меня получилось. Сейчас единственное то, что второй поводок надо сделать не длиннее вот этого, чтобы он не путался за это. Соответственно, где-то вот так, чтобы крючочек был. Все, ребята, донка готова. Так, продеваем. Затягиваем. Ну что, ребят, что у нас получилось? У нас получилась вот такая доночка с 2 поводками. Еще раз говорю, 3-4 можно делать, но рыбу вы больше не поймаете из-за того, что у вас крючков будет больше. Только намучаетесь, чревато с семя зацепить крючком. Ну вот, за вот этот поводок я буду забрасывать нашу донку. Все, вот доночка, ребят, в течение, там, я не знаю, 5 минут собрано. Вот единственное то, что вот этот поводок, чтобы не касался того поводка,
Леску, ребят, старайтесь обрезать в упор почти, чтобы лишняя трава не заматывалась. А вот этот как бы не ниже груза. Чтобы как бы если тащить его, втыкая вот таким образом, конечно, цевьё это портится, надо какую-то резинку. Но это все слетает, ребята, и проще заменить крючок, не пожалеть. Вот. Ну как-то так, ребят, что это в принципе пойдет еще на этот сезон. Вот это мы сейчас, наверное, переплавим. Хотя вот эти с вертлюгами, может, оставим на закидушки какие-нибудь. Но вот эти скользящие точно нам не понадобятся. Дамир Батькович, привет тебе, родной. Отправил мне вот аккумуляторы вот такие разные. Не знаю, может, хотя аккумуляторы рабочие еще, но сказал, что они негодные. Хочу их разобрать, ребята, и наплавить грузил, потому что сейчас, сами знаете, проблема с свинцом. Раньше его валялось на каждой свалке, сейчас не найдешь. Но груза тоже, ребят, вот относительно 120 грамм вот это грузило стоит в районе 60-70 рублей. Это расходник, я вам скажу, еще тот. Так что иной раз надо, конечно, экономить. Сейчас буду плавить. Ну вот так вот. Вот эти, ребят, пластиночки нами нужны, свинцовые. Вот эти пластиночки, вот они. Сейчас будем чистить. Вот этот электролит высохшийся. И вот эти сеточки, кто в теме, тот знает. Вот эти сеточки, ребята, это свинец. Вот она. Что нам нужно? Маленький, конечно. Аккумулятор маленький. Но вот он и есть. Плавлю, ребята, я все на знаменитой горелочке, которая уже подходит к концу. Единственное, то, что сегодня ветер. Так, у меня вот специально баночка, ребята, подзогнута вот так, чтобы можно было заливать. Ставлю ее вот прямо сюда. Все, нагревается. А заливать будем, ребят, вот просто простая алюминиевая ложка. Получается на выходе грамм 130 будет у нас груз. Ребята, специально изогнута, и вот так я на стол ложу ее и вот в щель, да, втыкаю, чтобы у меня ложка не болталась, все было ровно. Отлично. Погнали погружать наш свинец. Такими вещами, ребята, обязательно на улице, в гараже, ни в коем случае не дома, потому что свинец, сами понимаете, это очень вредно для здоровья. Чтобы открытое продуваемое помещение было. Ну вот, опять же, приехали на дачу, там погнали там делать всякое разное. Ну вот, ребят, пластинки начинают таять, разрушаться. Все шикарно. Наша первая партия готова. Плавно, без фанатизма, аккуратненько. Свинец разогревается 300 градусов. Вот такая ложечка. Ставим остатки. Но это у нас немножко ложка криво, конечно, получилась. Ну ладно. Сейчас пока не трогаем, потому что застывает. Вот такой грузил. Подзастыло. Водичку, конечно, я не сделал сразу. Ну ладно.
Все, отлично. Вот, ребят, на выходе вот такое грузило. Где-то грамм 130, даже 150. Единственное, остается просверлить дырочку. Вот это тоже свои заливные были. Это была другая у меня платформочка. Кстати, тоже классная. Потому что это все равно немножко на течение закручивает, как блесна идет. А это вот хорошо упирается в дно. Можно заливать все что угодно. Факт в том, что грузила, ребят, получается вот свои, пожалуйста. Вот покупное. А вот свое. Это грязь. Так. Вот и последнее. На застежки, ребят, посадил. Еще послужит коробочка. Все. Крючочки на месте. Лесочка все подправлена. Колокольчики. Все новенькое. Все по красоте, ребята. Донышки перебрал. Сделал пару новеньких. Все. Пакет готов к рыбалке на налима. Все четко. Заправили газик, ребята. Все. Теперь вот с отоплением, так скажем, с обогревом все в порядке. Так, его надо как-то под бок, что ли, подставить. Вот так, что ли. Вот точно так. Теперь походы будут вкусные. Вот так вот клево, вот так нормально. Вот такой пирог с картошкой, с рыбой. Покушаем и пойдем дальше заниматься делами. Вот такие прелести, ребята. Угу. Огонь. Чаечек. Ваше здоровье. Давай, батя. Ребята, разбираюсь по жилетам. Вот у меня такие жилетики двухсторонние. Но в этом сезоне прям вроде как конкретно люди будут смотреть по фискам, с фискам вот этим. Вот у меня у дочки есть, висит. Надо будет себе снять, поставить. 3 числа вроде как у нас приедут. Вот такие пироги. Так что свисток, ребята, обязательно. Свисточек обязательно. Петрович. Зимовал, на суп не пошел, да, смотрю. Ребята, хотел палаточку ставить, думал, займусь палаточкой туда-сюда. Завтра Руся будет на связи, если что, подчиним. Вроде как посмотрел, все нормально, чинится там. Блин, ливень прошел, дождя такой. Ладно, так. Иду до Женька. Мотор у него хранился зиму. Меняю масло. Завозим лодку, завозим мотор домой. Будем пробовать лайфхак. Не знаю, получится, не получится. А что не получится-то? Получится. По резьбе как раз он уже заходит туда. Да? Все, огонь. Иша, у тебя, говоришь, шприц, да? У тебя там доза. У тебя доза там? Здесь видишь как бутылка. Там заливать отсюда не пойдет. Ну да, там полностью. Женька, подержи-ка. Взял самый большой шприц. Блин, шланг не длинный, Жень.
Лишняя вода придется тащить столько. Ну да, отрежем. Может отрезать лучше? Попробуем шприциком. Так, ребят, ну что, меняем масло в редукторе. Вот таким сейчас способом буду делать. Скрутили Женькой. Вот. Масло вытекло. Сейчас попробуем таким способом. Что держишь? Да, Женя, конечно. Вот, все. Огонь. На шприц. Че, погнали. Че, смотри, нормально получается. Только мне, походу, не хватит одного. Это явно. Раз. Жень, подержишь? Давай. Давай еще наберем. Короче, пока не потекет, да? Угу. И потом верхнюю надо будет закрыть. Угу. Погнали дальше. Смотри, какой проглот, а. Третий шприц. Что, с пацанами тоже общался. Че, говорю, как часто? Я, говорит, 3 сезона, говорит, меня. Угу. Открываю, говорит, смотрю, она что, чистенькая. Смысл, говорит. Тут один шприц, 22 миллилитра. Угу. Получается, четвертый, это где-то 90 миллилитров. Смотри-ка, еще надо. Еще, думаю, пол шприца. Да. Сейчас посмотрим. Как ты и сказал, смотри же. Ровность, да? Да, смотри. Все четко, как ты и сказал. Короче, ребята, сколько, Жень, получилось? 100 миллилитров. 100, да? Все. Верхний мы закрываем. Нижний, получается, Жень. Вон здесь я оставлю. А он чуть-чуть подыскосом. Убираю. Давай. А он даже не льется, смотри, да? Вакуум держит немножко. Угу. Короче, ребят, шприц, вот такой силиконовая трубочка. Ну и в целом он может без всяких насосов менять. Нормально. Все. Вот и того. Что, братцы, все. Мотор привез. Масло поменяли. Ну, видели сами, там 3 секунды. Шприц, силиконовый шланчик. Все, быстро делается. Отлично. В целом, как бы, ходи. Готово к работе. Привезли лодку, ребят, флагмана. Ну, хранилось у Жени там, потому что у Жени место было тут. Отапливаем. Я ему отдавал. Все. Осталось бензин. Ну, завтра буду ставить лодку на ход, ребята. А так, в целом, по сезону все готово. Остается только выходить на воду и делать вещи. Ну, пока был на больничном, ребята, время зря не терял. Все двигался по телефону. Вскоре, ребята, вскоре у меня будет новый транспорт. Это не лодочный мотор. Все многие знают, что я хотел брать
9,9, ребят, но не знаю, возможно по сезону, если будет все получаться. А так, ребята, пока интрижку дам, но разгар свечей не буду говорить. Скоро, ребята, у меня новый транспорт. Я думаю, многим понравится. Все, ребят, такой денек. Это подготовка. Она немаловажна, ребята. Многие скажут, ну, Андрюх, зачем это показывать? Все этим занимаются. Ну, я показал какие-то подытожки, то, что как это все происходит. Подготовка, ребят, немало времени занимает, и она важна. Как соберешься, так и развернется у тебя, ребят, в лесу, в тайге. Какая-то мелочь, какой-то пустяк может подвести, и это не будет хорошо. Все, ребят, всем хорошего сезона. Все, мы готовы к бою. Все, ребята, скоро рвем когти.